поехали в Анталию. От нас, от Кемера в Анталию. Сколько километров? Где-то километров 60, наверное. 60. Анимеке 60 километров алып түгел. Агин Анталияга барак дигән агинеке 2 сәгать барыр кирәк дип ничә бала дип бергә әйттем. Аланияга дигән һәм. Аланияга түгел, ин Анталияга да шулай әйттем. Чтоб, короче, без магазиндарда йөрмәһенбез. Кабырны бит Илай бар, не китеп барабыз әле. Ну китеп барабыз, потому что мин 7 мәртәбә уговаривать. Вакый. Ила. Ягысын бит һине Анталияга да баракча. Әйдә 2 километр барыр кирәк. 2 километр бар итмәмен, алдашма. Шулай тинең. 2 сәгатьтән ашу барыр кирәк тинең. Хин шулай тиланың. Лишь бы без торговый центрга бармакны инде. Ну вот, короче, друзья, мы едем в Анталию. Азалия будет шопиться и с Альбертом. Они вдвоем. Там что были? Что? Азалия с Альбертом, короче, по магазинам будут ходить. А мин еду навстречу вообще с Азат Агайман. Больше Агай не идет у меня. Ну, он выглядит немножко старше меня, поэтому я в знак уважения всегда людям, если не знаю какой возраст у них, всегда говорю Агай. Ну так вот, на встречу с Азат Агаем. Кто такой Азат Агай? Азат Агай, короче, в Анталии башкурттардың кем болады? Короче, главарь башкирской мафии. Я что ли вот я даже могу сказать. Ничего такого, ты же уходили, ты полконца кулуна уртала. Меня неудобно машина, меня кулу кайдар. Ну вот, короче, этот Азат Агай Анталияла союз башкир организовал. И оказывается, даже сабантуи проводят, какие-то всякие разные башкирские праздники проводят. И вот сегодня я буду с ним встречаться и хочу взять у него маленькое интервью. Сначала он должен был приехать к нам в отель Кемер, но мы решили уж сами приехать сюда в Анталию, чтобы пошопиться и заодно как раз интервью взять. Я, конечно, хотела напроситься к нему домой, посмотреть, как вообще живут наши башкиры, ну, как обустроились, какой у них быт здесь. Но, как всегда, как обычно, люди боятся показывать, как они живут. Очень многие люди стесняются и себя, и своего быта. Мало кто может свободно, спокойно показать, рассказать, не боясь, показать свой дом, показать свой быт, показать свою тачку. Многие вообще такие вещи скрывают. Альберт, короче, переел, ему очень плохо, сидит, вздыхает. Я его ругаю, я говорю, не шухадарым, ашайым, хун, не айтам. Альберт айтты, хин ашап тығылам да хун, неме, мен еламай, что ли, ашап тығылырға. Урнеттей болып, ашайды, ашай. Неме көрәді шуны подряд ашай и пивом запивать не тейшейт. И хотя бы еду не запивай, Альберт. Ашайын да құттарған, шунан пивом запивать да. Шуна еще түні бойы уфырып сыға. Турция все так делают. Түні бойы еще уфырып сыға. Бульмелі тын алырға бұмай. Представляете ме? Невозможно просто дышать. Короче, еще чечевичный суп ашайда уфырып текерей. Біз арендаға машина алдық, достар. Аренда тора көп материали, Альберт? $60 за сутки. Прикиньте. И вот хорошую машину нам дали. Opel Corsa. И мне понравился, и Альберту понравился. И Альберт это давай меня матизорна оша Opel Corsa алаем. Маленькая, удобная, женская машина. Когда останавливается на светофоре, она сама глохнет, экономит бензин. Мы вначале думали, что мы заглохли. А оказывается, это так экономит бензин машина. Представляете? Потом, когда Альберт на газ нажал, он сама поехала, завелась сразу же. Для России эту систему надо отключать. А? У нас в России эту систему надо отключать. Почему? Зимой ты туда-сюда, у тебя шпичка не будет работать. И ты замерзнешь просто. И сзади больше места, чем в моем Део Матизике. Я так соскучилась по своей машинке, так охота поездить, блин. Что-то я привыкла к рулю. Охота прямо ехать и ехать куда-то. Заправились 1 литр 100 рублей, даже 105 рублей, что ли. На наши деньги. У нас, считай, 50 рублей, 40 чем-то. 2 раза ровно. А еще Илайва, что бензин такой вот, типа, гордо Турция, и запищем 1 литр бензин. Офигеть просто! Почему так? Айларда, потому что бензин привозной, что ли? Ну, бензин из российский. Ну, шуай, привозной был кашайн. Инфляция, Ардак, сильнейшая инфляция, достар. Икмек юдхун тура, кстати говоря. Ит вообще 2000 тура килоға. Evet. Прикиньте. А? Зарплата маленькая. Зарплаталары бәләкәй.
Әлі бір Турцияға келейік, бұнда әйвердар закупаться дейік, вообще особый нөвет. Алар бизден келип жатат. Итак, короче, достар, мына мен сізге айттым, Хөйләнің бетінде Азат ағай тұратында. Азат ағай бұнда Анталияла башқұрттардың ойышмағының главары. Башқұрттар көп яшайды Анталия. Анталия, анталийский регионда көп башқұрттар көп. Примерно көп мен ойышмақ. Bizim uyuşmaları kişiler güçlükten aslında grupпаға салып неге WhatsApp салып жүстімінде бір 70-леген кіші. Это не все, да, конечно, ешейдер ешейдер. Не үшін достар біз бұнда отыраштық, сөйке Азат ағай айтайды, Милоша мен біргекіне экскурсия істендік по старому городу Анталия. Пойдете с нами. Анталияның ең бірінші түзілген сағындағы қапқағы. Бұны еще заманында древние римляне. Түдігендар. Нифига себе. Если не ошибаюсь, 2 век нашей эры. Офигеть. Шикарнейшая арка. Римляндер түдігендар. Бunda, если не ошибаюсь, колонна отреставрирована, а вот та часть уже весь целиком. Мына ошо юл, электен қалған арба юлы. Арба юлы болған. Арба юлы, мына весь ушул айтып. Арбаның калияғы даже. Қарағыз мына достар, даже мына арбаның калияғы тұрып қалған. Представляете ма? Какая древность, римляндер түдіген, ошоны прикиньте. Они мен түріктер өздері түдімегендар, неше римляндер түдігендар. Түріктер уақытта мында яшемегендар. Здесь греки жили, римляне завоевали их, потом римляне вот это настроили. Если не ошибаюсь, вот создатель этого, так, строитель этого города, Аттила, имя. Аттила деген киномен қарағаным бар достар. Тоже посмотрите, очень интересно. Там мужик такой красавчик Аттила. И ол, оказывается, мына ошо городта жүріп атқан болған. Түдіген. Короче, достар, біз таныштырып өтмәнік. Біз мұнда Азат ағайдың кәләші киген, қызы киген, и еще бір поддержкаға киген Гүзел апай. Сразу пока таныштырып өтейік, достар. Азат ағай, кімдермен келдігі, давайте таныштырып. Бұл менің кәләшім келмі, Матурым тибіна көрдегіз ме? Қазір башқұрт ерлері Турцияға келіп яшай баштайдар да матур тіп хүйлей баштайдар. Обычно теге біздің башқұрт ерлері бет матурым тіп рөтке айталар дейінді Азат ағай. Обычно татардар айтты жолай матурым тіп. Біз қайда көрен олдығыз бұл хүзді? Матурым. Матурға спатурым. Менің кәләш Динара. Білім самая активная член нашей организации Гүзел. Башқұрт ойышмағының. Әр уақыт бізге ярдам етіп, ең бірінші алдын жүрейді. А ол башқұрт ойышмағының, получается, іші көп мі шулай? Іші көп деп, бик көп те түгір. Но бәрібір организационный вопростар, если возникает, әлігі уақытта Yılına 2 зор мероприятия өткөрүүгө тырышабыз. Бири Хавантуй. Хавантуй. Башкорт Хавантуйу. Короче, достар, даже Башкорт Хавантуйу өткөрө. Бында оюшма, башкорттардын оюшмасы, представляете, прямо Анталияла. Шо Хавантуй өткөрөт и экинчи большое мероприятие неде ол Анталия мэриясы неткен өткөргөн Юрөк Түркмен фестивалі деп атала. Бұл международный фестиваль кочевых народов. Это уже 3 ел подряд. Онда катнаштык. Представляем Республику Башкортостан. Башкорттарды представляем. Бізге тирме берелер. Тирмени мотор етіп башкортца нейдермен бидейвер моторлай табыт. Короче, түрік халқын өздерінен таныштырабыз. Вот видите, достар, вот не только бында просто так яшап ята Азат ага гаилаһы менен, а бында представляет башкир, прикиньте, он представитель башкирского народа и еще популяризирует, агитирует. Шулай келип чыгат экен, дөт Азат. Шулай да, башкорт. Респект. Респект и уважуха. Гүзел апай, между прочим, бында түрікке кеуге сыққан. Вот я просила в тот раз, да, мен бір түрік семьясы, смешанный башкорт-түрік семьясы, мені кунаққа сақырғы дали. Расскажите, каково это быть замужем за турком? Это же очень интересно. Чем отличаются турки от наших мужиков? Вот это меня самый интересный, актуальный вопрос. И всем этот вопрос интересует, особенно девчонок, которые хотят выйти замуж за турков. Кстати, очень многие девчонки этого хотят. И вот представляете, мам, шул башкорт ойшманда WhatsApp-та язгандар, шул предложение. И все отказались, никто не захотел освещать вот такие личные. Многие девчонки башкорттары, оказывается, бында Анталияла киевде за турками, прикиньте. Но никто не захотел выставлять наружу свою семейную жизнь. А Гүзел апай, вот, между прочим...
Чем отличается башкирский мужчина от турецких мужчин? Ну, хотя бы iki айырма. Более семейно ориентированный, что это айтайым. Более семейно ориентированный, это как понять? Более ответственный семьяга. Да? Шулай. В двух словах шулай была. Еще какое отличие? Ну, говоря, например, про моего мужа, он не пьет алкоголь, например, как мусульманин. Шулай. Более семейные. Почему-то уже на второй кеше, что это более семейные. Да. Балларды яраталар. Не только своих родителей, балларым тоже как бы принял. Семья на первом месте. Уважает женщин. А что вы хотите сказать, башкиртяне не уважают женщин? Ну, как сказать, даже. Вот, задумайтесь, это уже второй человек говорит, что туркирдары очень семейные кошеляр. Может, мне повезло просто. Да, может, и повезло. Короче, доктор, азатагай Белорет района кайнар сәлем айтайық. Белорет районына кайнар сәлем. Мәс кандайдарға сәлем. Тау башындағы мәсҗидкә сәлем. Тау башындағы мәсҗидкә особенно кайнар сәлем. Вот азатагай. Кстати, мына азатагай үзенең телен бер дә онытмаган. Қалай матур итеп башкортча һөйләшә. Обычно мына теге мен Түркдә, Турцияда осратан белем соотечественниктар да, улар почему-то всегда айталар: "Мин давайте по-русски говорить, мин башкортча теге насар һөйләшәм, мин онытып беткән, мин больше һөйләшәм түрк телендә и русча." Ничә булай дип әйтәләр? Һез менә бер дә онытмаган. Білмеймін, онытырға бермейміз. Балалар бұларына, ну, балалар, конечно, башқұртша сөйлешмейхәлер де аңлайды. Әминә бит әле. Әминә. Әминә түркчә һөйләшәме? Основном. Әминә түркчә һөйләшә, руссала һөйләшә. Түркчә свободно получается һөйләшә. Ну, мәктепкә йөрейді. Свободно һөйләшә. Мәктептә турецкий школага йөри. Мәктептә беренче класстан турецкий мәктепкә китте, әле уже 3-нче класста укыйды. Так что свободно һөйләшә. Кызлар почему-то түркләргә кияүгә сыгалар да и все оныталар. Мин аңламайм. Белмәйм. Мин кыен һөйләшергә җавап Гүзәл һин кияүгә сыккас онытыңмы башка? Да, вот давайте Гүзәл апайдан һорагыз. Оныттыгызмы хәтерлегендә Гүзәл апай? Yok, ben unutmadım. Вот, Гүзәл апай молодец. Иногда бутап ебәрәм, түркчә, башкортча. Да? Ике телдә лә хәтер һөйләшәм. Рахмәт. Насар булса да һөйләшәм. Һез бит инде все уже монда тамыр йәйде. Ну, тамыр әйбек дип әйтергә була инде һәр уже. Балалар монда укып, улым малай уже университет укып үтте. Икенче малай 10 класста укый. Тоже Түрк мәктәбендә, Түрк лицейында, Анталия күсеп килгәндә 10 ел. А вы чем занимаетесь? По производству электронных компонентов. Управляющим работаю, управляющей фабрики. Управляющим фабрики Азатагай. Представляете, не шухры-махры. Представляете, Башкортостандан келіп добился какой высокой должности управляющей фабрики. Такая красота, вот тут такие маленькие, красивые, аккуратненькие домики. Какие узкие улочки, везде магазинчики. Вот, смотрите, это разве не красиво? Это типа мына ақса етмей, путешествовать куб ақса керекти. Но можно же в течение года накопить. Помните, даже в тот раз меня фотолар, когда мен күрһәтеп утырдым, даже шунда меня кайбер кешеләр язгандар: "О, нифига себе, Миләүшә, у вас бабушка с дедушкой." Хамыгыз. Мына ина башы, достар, представляете, әбиердерді осыраттым, мында йөріп аталар. Ана путешествует. Нисек кыздар мында хәргә охшаймы? Охшай. Әле һездә түркләргә кияүгә сыктыгымы, юкмы? Юк әле. Юкмы? Ай, в смысле юк әле? Вы уже хотите, что? Прикиньте, достар, был икәү юк әле динеләр. Походу, они собираются түркләргә кияүгә. Намерениялары бар буларда. Ниде пляжда вспоминайте в Күңелдәләр инде Турцияда йөрү. Ода яшәйм. Ладно, һәйбәт дип ял итәргә кадәр. Авылыгыз. В смысле берәргә куйма? Бөтен ергә куям, кыздар. И ВКонтакте, и Инстаграм, и Ютуб, бөтен ергә. Вот, короче, достар, что я, продолжение истории. Мына һәдә әйтәһез инде. Һезнең Миләүшә там олатайыңмы өләсәң тоже путешествовать икән дип. Да, достар, минем олатайымы өләсәем путешествовали. Советский Союз вакытында, представляете мы, колхозниктар, олатайым ветеринар меня. Миләүшә инде мин Зилә була. Мине даже белмәйләр, еще минем фоточкам булалар. Карагыда, кыздар, һәнеме өсөдеп килдегем ялтырга. В 2000 году еще в бригаде комнатада яшәдек, ежелышып, наконец-то бергә килдек. Набережные Челны, мин Чаллы, Град, Казань. Офигеть, представляете, булар однокурсниктар, дуслар, мына елышып килгәндә кыздар ял итәргә.
Кыздар, вот скажите, сколько потратили вообще вот на это путешествие? Потому что мы куптер это что кыйбат путешествие. Оно того стоит. Оно того стоит, білдегенме? Ну сколько потратили? Ну пока 70 теңге. 70 мың, вот, 70 мың. Немеке, ел бойына 70 мың ақса елмайға что ли? Ошу матурдықты келіп көрерге достар, 70 мың, можно бір... Яра, пока қыздар, пока, хәбәтті ял етірге. Көрдегенде 70 мың, можно же собрать. Даже 7 мыңдан қалып барған қалдал әбіті бір елда наберете эту сумму и келіп мына ошу матурдықты көріп қайтағығы. Каждый может это сделать. Теги вақыт тоже хүләнім бетінде историяны, что менің олатайма өләсейім колхозниктар путешествовали. Алар тоже в год один раз обязательно ездили на какое-нибудь путешествие. Тоқтағын, камера бұсыраған. Алар мына достар, елына бір тапқыр обязательно ақса егеп, бірі ерге барып, ял етіп қайтқандар. Тоже бет енді немеке колхозниктар, еті бала өстіргендер, тоже ақсалары бөлінетіп, тудып ятмаған. Тоже шулай копили и выезжали. Так что, если желание бар екен, то можно, все можно осуществить. Балаларығын қайтып еремін туған яқтарға. Қайтағын, еш қайтағын. Мен өдем 2 ел өселмәлік қайтып келгенге 2 елдан ашу тешкілі 2 ел. Семья практически ел қайын қайтып келді. Динарымна байыл тоже икенсе малай қыдықайменен сөйлешіп 2 ай ешеп келділері қайтып. Не хотят мы қалырға балалар Башқұртстанда? Все-таки олар башқұрттар. Әлі? Бассейн ғауынерге тиген кеме қайтып түсілі. Бұнда в основном өйдер, достар, мына комплекстар, өйдерінің бассейндары. Представляете? Вот, елы яқтарда в основном шулай. Это очень, конечно, круто. О, посмотрите, достар, какая тут красота. Обалдеть, немегіне жоқ, ендегіне сувенирдар жоқ. Это хаман өйде яқтақығыз. Мына достар, если көзіп келе бітсе хәгіз, в первую очередь обращаться етеген, наверное, Азатаға, да? Азатаға, хәді ярдам етеген мына көзіп келе бітсеген башқұрттарға. Әр уақыт бүтәнлерге ярдам етеміз. Көзіп келерге, көліктерінен, башқаларға поддержка полная. Әр уақыт. Эш жағынан? Эш жағынан ауыр. Ауыр, да? Эш жағынан бик ауыр, çünkü түрклер үйлерінің де эш безработица есть. А неде специалисттар могут бұнда көзіп келерге? Ну, например... Кімдерге ауыр болмайаса? Программисты, которые могут удаленно работать, кто может удаленно зарабатывать, айда спокойно келіп, елы яқта ешеге может. А оқытушылар біздің могут мы бұнда эш табар? Русские школы бар оқытушылар үшін периодически вакансии выкладывает по специальностям, могут тоже попробовать подать. А то оқытушылар могут тоже бұнда көзіп келерге? Там туристические сфералар тоже требуется, кто языки знает, английский, немецкий, турецкий. Отельларға ішке попробовать могут. А врачтар? Врачтар yok. Врачтар очень тяжело подтверждать. Диплом вообще практически заново учиться надо с нуля на турецком языке. Біздің дипломдарды бүтәлінде надо здесь подтверждать. Не все фирмы, госорганлары обязательно подтверждать надо, а частные фирмы могут и без подтверждения. Түрік тілін оқытамын. Түрік тілін оқытады. Вот, короче, достар, если тильгина түрік тілін үйренгенге, мына Динара апайға обращаться етеді, вообще какая-нибудь поддержка, информация керек болға, мына Азат ағайдың өзінің ойышмағы бар, башқұрттарды қайда поддерживать, ярдам етем, морально, физически может поддержать, пожалуйста, обращайтесь. Тем более, мына Динара апай үйреті түрік тіліне. Түрік тілі, наверное, в основном үйренелер қыздар, которые хотят выйти замуж за турков. Вы угадали. Да? Я так и знала. Көп қыздар хотят мы выйти замуж за турков? Ну, күйеуге сықау мақсаттарын айтмайлар, но қыздардың көптері үйренді. Ол қыздардың көптері, олар английский білелер, арабский язык білелер, француз тілін білелер. Олар көп тіл үйренерге тілеген қыздар, олар түрік тілінде шулай үйренелер. Келебеттік бәсетке әбітай, әмен келген қарағы, шорты келген, башым ялбыр. И прикиньте, мына Динара апа, меня башқұрт, француз ялығын алған. Прикиньте, чтобы мен мәсітке ине алғын. Она знала, что мен буду в коротких шортах. Все знают, что я люблю шорты. Элек мына шортах вообще и не пумайын. Хәдір бұнда при входе даже кемдер ашай шортлар юри, аларға дают юбки. Прикиньте, в Таиланде, кстати, тоже так же было. И здесь вот сейчас тоже так делают. А раньше такого не было, между прочим. Мен юбкаға вермегіз, білмеймін. Обувьті ұрдап кетмедер ме екен? Жоқ ма, ұрдашмайдар ма, Азат ағай? Яқма, орғашмайдар дейір. Так что мен өдімді конверсімді қалдырып кеттім достар.
Кошелер вообще куб. И не месяц. Смотрите, какой красивый месяц. Мындай был тегилген даже юбка. Представляете? И мына карагы достар ошо элип койгондар мына юбкалар и кулмектер даже элип койгондар, чтобы любой желающий мог надеть и зайти в мечеть. Византийская империя атекле манда церковь была. Церковь Святой Марии. Турки сюда пришли, они был месяц, церковь-то удлерне месяц переделали. Был иневке, ингово мастерден береги. Это вот элементы старой церкви. Церковьдин кайсы бир элементтарын тургузуп калдыргандар. Представляете, вот также Стамбулда месяц бар бит инде, мен сизге көрсөткөм, там тоже также оставлены даже теги ангелдардын суреттери тургузуп калдыргандар. Вот посмотрите, какие молодцы, да, весь үйүп таштамагандар, а калдыргандар. Мынанда полы стеклянные, нешеп Азаттагай полы стеклянные. Ну, полы стеклянные, да, это все, что касаемо электро церкви, мечети, все, что осталось, вот постарались сохранить. То есть мы стеклянные полы, под стеклянными полами, все это музей. На сегодняшний день был месяц как действующий музей и как действующий месяц. Конечно, страшно было стекло юрга. У меня до сих пор ощущение, что я полное 105 килограмм и боюсь наступать на такие вещи. Ох ты, посмотрите! Офигеть! Бунда не макей бухани кан Азаттагай. Ну вот это и есть элементы старой церкви. То есть Куран, бунда свой микроклимат был нужен, кондиционер установлен. Даже кондиционер курганда. Чтобы все это как бы сохранялось, все эти камни. Мына это всюду хранятся элементы старой церкви на Карагдале. Под номерами, видите? Каждый элемент, да, пронумерован и интервенбис. Вот эта вот мечеть, да, она старше, намного старше, чем мечеть в Стамбуле. Представляете, какая тут древность, что тут только не происходило. Каких только людей эта мечеть, церковь не видела, Дуфтар. Вот как только это представишь, да, и вообще просто дух захватывает. Представляете, вот вы стоите, да, и прикиньте, каких-то там 2000, там 10 тысяч лет назад на твоем месте стояли люди совершенно другие. И просто вот уж нереальные чувства. Обязательно Килев, Дуфтар, я не могу кричать, да, но обязательно Килев Курегет был месседе. Кайда любит, он туда Анталияла. Мына был башкұрт уюшмасына бір поддержка бар ма Башкортостан властарынан? Элеги күндө бизге по возможности, Стамбулда торговый представитель бар, Тансыркожин Маразакевич. По возможности биздин мероприятияларга старается найти спонсоров, финансовую небольшую поддержку всегда оказывает. Хабантуйга финансовую поддержку оказал, нашел спонсора Башкортостандан. От власти пока, как говорится, хотелось бы получить такую поддержку в виде артистов. Артисттар келип биздин Хабантуйда, биздин мероприятияларда өткөрүлгөн, баягы эле өткөн международный Юрюк Түркмен фестиваль, международный фестиваль кочевых народов, да, артисттар келип катнашса бик жакшы болот. А эмне вообще обращаться этек артисттарга? Иламаган балага эңсек билмейдир дейм. Поддержите артисттар. Ну давайте башкұрт уюшманы поддержите Турцияга деп обращаться. Ну, обращаемся, да, на быйылгы неге Хабантуйга Захир Исанчурин келди. Биздин моторлордары менен. Ну, алар, короче, откликаются. Да, откликаются, да, стараемся, вот, то есть вот найти артиста, найти спонсора, то есть Маразакевич помогает. Артисттары бушка киймей, мен кайдан акча алат, аларды оплатить, проезд, Турцияга же не дешевый удовольствие, вообще-то келип жерден кайтага, ашарга, яшерге.
Ну вот получается спонсорская помощь. Салават Закиевич. Марат Закиевич. Марат Закиевич. Марат Вот, Закиевич. надо запомнить это имя. Марат Закиевич. Зур рахмет. Без башкорттар вообще-то, что шулай ярдам итә. И остальные еще предприниматели. А это вообще удивит правительствоға сақанағаттар мен башқұрт правительствоға. Типа, вот, біз башқұрттар ойшмаға бізге ярдам керек. Бар. Еще какой ответ? Пока что положительного ответа не дождались. Курултайдан яйлап кына булгала, эдлеп булгала тоже помощь мына безнең кызлар Динара менән Гүзәл икеһеле были выбраны делегатами. Декабрьдә үткән курултайга были приглашены, барып кайттылар. Местное генеральное консульство Российской Федерации тоже хорошо помогает. Совместные мероприятия проводим, то есть они нас приглашают. Вдруг күрерләр дә башкорт правительствоһына кемдер эше әйтерләр. Действительно, а что вы ярдам итмәй? Үзебезнең башкортларга, которые живут Анталияда, которые оештыралар всякие мероприятия, Хабантуйдар, концерттар, башкортларны представлять итәләр. Блин, что-то без мәсәдә акырышыштан гафу итегез, доктор вообще кыскырып җибәргә ярмай. Ну вдруг шулай дип күреп калдылар да и захотят найти Азатага. Азатага это его фамилия и имя, отчество. Если когда тавра. Шахидинов Азат Фуат. Шахидинов Азат Фуат Улна. Помогать. Помощь керек, беден башкорттарга Анталияга помощь, хотя бы Хабантуй организовать-терге. Артиста. Бергә главная помощь артиста кеһә, самое главное шуаны булды. Да. Гүзәл апага ничә яшь икән әйтергә ярам? Ярам. Гүзәл апага 50 яшь. 47 лет, да. Человек такой думает, а что мне терять? Все надоело меня. Я хочу поменять свою жизнь. Дигәндә тотканда, представляете, Турцияга күскәндә киткән. Бер түрк таба алганда, кияүгә сыкканда, и хәзер монда эшләй, яшәй. Прикиньте, в 47 лет человек не побоялся изменить свою жизнь. Так что, Золтар, никогда не поздно менять свою жизнь. Ну, это вообще куанагы, что решились на такой шаг. Вообще Куанагы. Я вообще ни о чем не жалею. Вообще укрепляем ее. Что бы ни делала. Так что, друзья, Все, что не делается к лучшему. да. Да, меня привезли в какое-то кафе. Очень такое красивое, Золтар. Сейчас вы увидите тоже, офигейте, с бомбическим видом кафе. Посмотрите. Обалдеть! Ух ты, Гузеля, по какие места вы знаете, да? Гузеля знает самые красивые места. Ну вот как тут не поесть, Золтар, как тут чай не попить с таким шикарнейшим видом, с такими людьми. Рахмат, такую экскурсию меня сделали, вообще дур рахмат. Динара пай дур рахмат. Азат агай дур рахмат. Гүзәл пай дур рахмат. Вообще. Уйдамагыз бүтәгез бит аша дип каршы алалар дип. Нифига подобного. Меня желаю просто каршы алдылар. Хәзер ата по блату. Ата хәзер ни ядаваштарлар башкорт оешмахана. Без киләбез Анталияга. Үдегезнең квартирамы Динара пай бында. Үдегезнең квартира. Күпме калдыгыз? Ничә бүлмәле? Все хочу узнать, доктор, все прямо. Әйтәгез бит инде. Нимә һин кешенең тормышына кысылаһың? Мин кысылмайм, но это же интересная информация, это полезная информация, это вам может пригодиться, между прочим, я һәдегез тырышам так-то. Динара апай. Бүлмәле? Бүлмәле. Без алдык 10 ел элек. 10 ел элек ул хактар хәзер очень смешные цены әйтергә була, чөнки хәзер соңгы 3 елда нык артты. На дрожжах үсеп китте хакта, шуңа хәзер. С чем это связано? Из-за того, что инфляция здесь? Инфляция тип күп. Инфляция только Төркиядә генә түгел, ул бөтә ердә. Шундай хактар артты. Хакарту и шуңа Төркиядә тоже вот это коснулось. И шуңа в первую очередь недвижимость артты. Желающих здесь пустить корни стало много. Из-за этого, мне кажется, хактар арткан. Я так думаю, Динара апай. Да. Хәзерге вакытта мына үз бүлмәле квартира алам дисәң, Анталияда күпме тора? Примерно. Примерно. Күпме икән? Кем белә? Да, кем белә? Минимум 15 миллион рублей, может быть. Минимум. 15 миллион? 15 миллион рублей минимум. Где-то километр расстояние до моря, где-то так, 500 метров, километр, может быть, бир бүлмәле. Это двухкомнатное по-нашему, бир бүлмә, 1+1 турксы, это получается двухкомнатное по-нашему. 15 миллион? Да. Офигеть, достар, так что вообще километр бunda. Күтті қызып қана Башқұртстанда яшап тек яттығыз достар. 15 миллион ғана мен жерге үй хатам. Кстати, ана үй алып атам, Шмидтов ала. Зур, огромный, 10 миллионға хатам. Алығыз.
Хайбет урында. С видом прям на первой береговой, это уже, не знаю, сколько, наверное, 50 миллионов. Чем ближе к морю, шунда хактар уже арта башлай. Чем диңгезден ерагыраак, онда хактар уже төшә, более-менее алырлык хактар була башлай. Шуңа от района очень зависит цена в Анталии. А ипотеку, Ипотека... рассрочка кто может получить? Вот только граждане Турции Юг, алалар. и наши. Правильно? Каким-то образом оформляют, но ипотека тиганный. Давайте я вам сразу скажу, так знакомая. Он говорит, у вас, говорит, может, говорит, ипотеку на Тергеле оформить для иностранных граждан, говорит, 6%. Эти 6%, говорю, это не годовых, это месяц 6%. Нифига себе, мында порциялар қарағанда мындай ұлтаптайды ұлтар порциялар алып келділер. Азат ағайдың даже хатта от тяжести тарелка шарттаны. Тарелка даже шарттаны. Вот, смотрите, что мне принесли, достар. Вот, осындай шикарный вид, ман, несегенде ашамаққа, мына лепешкама қаптап қойғандар. Ох ты. Мен Альберттің бесігінен интервью алғанмын. Шоға әр бірінші еримді тоже табып интервью алам деп өріп отыр. Қылықтағың, тұрыштағың. Вы общаетесь с ним? Қайнам мән гына апшат жетіп. Чем занимаетесь? Аның хіңделері мән апшат жетіп. Өйфілі қайдалар ерейді, онсы наркомания алса. Баштағанына ол вақытта уже. Ярай батыр. Мен вообще аңдамадым, что происходит. Ешенем бит. Мен аны подружкаммен застукала. Екенім. Көтінәчіп сары бардым да. Значит, якшыға. Ай, Ну что, не родила еще от него? родила малайым ульды. Ну, не судьба была вообще. Не судьба была. Уянам да иногда ойлаймын, нафига вообще вот это все надо? А еще тулядайын да. Ну, думаю, в конце ничего нету. Мен думаю, зачем вот это все надо? Зачем көтертіп шухаларым тұрышып яшерге? Что-то ойлаймын, аның ойымды қолға аламын. Но такие мысли посещают тоже. Қалған кісілер немете ойлайдардыр, но мен иногда шолай ойлар келе. Делана бір может келеге шолай. Неме керек? Зачем вот это все надо? Зачем? Что это ойдай баштаймын? Анта, пында, жүргенде, тарақ, балта, билімде. Қатайдар шатем. Қатайдар солай деп бересілер. Апайдар һәм ағайдар зур итепергә рәхмәт. Кунак иттегез, экскурсия эшләнегез. Бүтән тормыштарын һөйдәп бирделәр. Короче говоря, от души башкортча әйтеп мине кунак иттеләр. Рәхмәт бетәһнәләр. Сау булыгыз, бай булыгыз. Рәхмәт, бақытлы билет иткәнегез. Қарағыз достар, уфимистар кетіп баралар. 702, номер 1. Видали? Мы тут своих земляков нашли. Давай, Альберт, өтіп кетті, білдетіп кетейік аларға. Башқұрттарға сәлем! Как думаешь, они это поняли что-нибудь? Теперь так стыдно, давай гони отсюда быстрее. Надеюсь, они поняли, что мы башкиртары. Да, или подумали, что за ненормальный нам орёт. Они подумали, может, меня уган тебе. Всегда арендуйте машину на улице. Допустим, аренда вот это вышла нам $60 на наши деньги. Они умножают на курс 95. 5600 рублей, короче, за сутки. Сюда подошел, тоже же отельные есть машины. $100, это получается 9500 за сутки. Такая же машина. 2 раза дороже. Да, ну, отельные всегда дорого. И, кстати, по этим тоже, ну, как там, да, экскурсия. Потому что гид здесь продает, туристический твой гид. 2 раза даже, и мудрят другим, кто это все у вас не застраховано. Ты застрахован уже во всей Турции, блин. Как это так? Когда ты же покупаешь страховку. Так что, друзья, на улице намного лучше. Еще с ним можно торговаться. Берут рублями, переводами на Сбербанк, всем, все хочешь, что они берут.
Доллар с собой не надо возить. Я голодный, я рыбу ем. Бұл, короче, привык ертеңсектен алып пиво ішерге достары. Не, жүріп қайтты әлі, эсмей, ашамай, до такой степени йонсыған, ана қайтысыла ебішті. Я вообще голодный. Я последний раз ел в 9 утра. Ну там надо было поесть. Мы же рассказали, почему нельзя там есть. Там не подойти, бір кафега да, рядом даже. И ни одного свободного столика нет. Есть где почему-то турецкие рестораны, там Искандер здесь дают, там ни одного человека нет. А где фудкорт и где была, там капец просто. Дай мне кушать. Это финики. Смотри, вот где растут финики. Короче, доктор, я впервые вижу, чтобы финик рос. Ну, имеется в виду, на дереве. Вот смотрите. Вот. Азалия, увеличь, покажи. Это финики, оказывается. Представляете? И они, оказывается, растут на этом, на пальме. А ты думала, где они растут? Не, Альберт, финики на пальме, что ли, растут? Финиковое дерево? Еще был финиковое дерево, был пальмала. Финик точно? Мана финик, мына ашап тұрады. А их финик? Ашап тұрады, мен телеумен яланына сығарды. Не ломаем. Финик. Даже оливки здесь растут возле отеля. Смотрите, гранаты какие офигительные. Азалия, покажи вон то дерево, какое красное. А нам до финики ларкуют, Азалия. Смотри, сколько фиников. Обалдеть. Вот это финики. Можно домой собрать и увезти, да? Попробуй, Азалия, вкусные они. Күстенеске можно ейіп қайтарға финикелар. Күнде сығахың да ий яхың. Бешкендері қойылып düşер, доктор. Собираешь? И вон, смотрите, какие красивые гранаты. А вот это вот мандарин. Зеленый. А потом на проверке открывают этот наш чемодан, и там просто все... Это капец, Альберт, я попробую. Это лайм же. Лайм? Да. Это ужас. Это же лайм, не мандарин. Альберт, попробуй. Попробуй. Я не буду пробовать. Это капец, Азалия, попробуешь? Это ужасно. Пурнава надпись? Да. Смотрите, что мы увидели, доктор. Вот, виагра для женщин даже продают здесь на местном рынке, возле отеля. Вот, не даст покоя дедули, накормите бабули. Прикиньте, доктор. Где это? Виагра для женщин. Давайте посмотрим, что это такое. Давай посмотрим. Ой, не, я не буду пить. Я уже пила. Нет, это другое. Я в мае меня тоже угощали. Это другое. Никакого эффекта не было. Эффекта не было, доктор. Али-Баба, который тоже мне зеленый чай дал, сказал, что это виагра для женщин. Он сказал, всю ночь будешь мучить своего мужа. Я выпила 2 стакана. И легла спать. Я пила в мае. Тихо, подойдем сюда. Не помогу. Иди сюда. Сюда подойди надо. Это то все снимаешь. А ты снимаешь? Да. Она блогер. Я буду в Ютубе. Да. Нет. Это моя дочка, ей не надо такое. Это бабушки приходят. А, бабушки покупают, да? Налейте ему. Не надо мне. А что, для бабуль, значит, дают попить бесплатно, а мужикам что, не дают, что ли, бесплатно попить? Мы в мае приезжали, точно таким же чаем угощали, уговаривали. И вот смотрите, вот это продают всякие разные вот такие вот травы. Ох ты, посмотрите, какая красота, доктор. Это прикольно. Не надо. В прошлом году мы накупили, никто не ел потом. На гостинице я взяла. Нашим бабушкам, дедушкам не нравятся такие вещи. Какой магазин, говорит, черви, а у нас в магазине нет червей, он сказал. Про каких червей вы говорите? Какой червей? Вы про каких червей говорите? Я поняла, о чем он говорит. Какие черви. Оказывается, мына малярда
черви заводятся, доктор, мына хаталар бер. Так что если эфе бадарда, эфе урында хатып тұрхалар, ошындай всякие приправа сейдәрәбетай, то унан лучше алмаска, оказывается, анда корттар ела. И ана тәмді немелер бар бит, ана тәмді немелер күрәһегезме? Анда тоже корттар ела ди, не аджары. И кайда кондиционерлар иштей, хаук магазиндар лучше шунан алгат. Әлеген ана хатосы барада ди, менин артта турган шун әйтте, шунан турала. Варенья нету. Балда нету, варенья нету. Утром только есть и бал, и варенье. А обед, ужинға кіші сейсметі өдейдер ме екен? Варенье. Торттар келтіріп тұлтырғандар. Я думаю, что все, что ли, чай пьют с тортами. Ну, с тортами, с тортами, да, пирожными. Кіші вареньемен, балман сейсе, между прочим. Нормальные люди. Надо ставить тоже вареньемен бал. Ну как можно сейсерге без варенья? Или без бал? Я даже не знаю. Мама жестко осуждает. Осуждаю я этот метод чайпития. Без варенья, без бал. Малахар, если не мана пакетика. Коросей. Тегінде бал барин, теги добиданда. В смысле вечером не было? Хед арақы не есе отырғанда пляжда мен балма сейсейнем. А ол барда бар иде. Анда какой-то шей заказываешь, и сиңа бал беріп келелер. Әйе. А мен бұнда без бардарда жүріп сықтым, бал жоқ. Я хочу подать жалобу. Здесь нет мёда. Мёда. Ёхалсың, какого черта, бля? Это нечестно, бля. Смотри, какие сиреневые цветочки от Олежка. Аша Турция лашындай мотор. Сен башым с колючками. Усу. И знаешь, между прочим, с людьми тоже так же. Снаружи красивые люди, внутри сенскили. Ну, злые на язычок. Им просто бал не дали, поэтому они не злые. Очень красиво. Видите, как шикардосно здесь. Охуительно, дорого, богато. Очень красивый отель, но бал нету у них. Это промах, друзья, это промах. Это очень жирный минус. Очень жирный. Мама всегда больше не что у них нет бала. Ну, нем баши, как так? Ни бал, ни варенья нету. Я разочарована. А есть это? Мед. А где есть? В основном в ресторане? Я там спрашивала, там тоже нет меда. Значит, нет. Блин. К чаю нету вот таких маленьких раньше упаковках? А в ресторане где там? В ресторане, не знаю, где сладости. Там нету, мы все обыскали там уже. Вот где йогурт. Где йогурты? Там тоже нет. Ладно, тогда дайте мне кипяток. Без балла. У мамы депрессия, не дали бал. Ну блин, ну как так, блин? Нету меда. Сейчас мама с собой будет привозить целый мед. Нет, я буду привозить, придется мне с собой мед привозить.